Каковы же личные права граждан в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу? Как складывается правоприменительная и судебная практика по таким вопросам? Об особенностях механизма защиты прав граждан мы поговорим с Сергеем Веревкиным, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутия, юристом первого класса. Чем отличается ветхое жилье от аварийного и влияет ли эта разница на права граждан? Дело в том, что действующим законодательством понятие ветхое жилье не предусмотрено. Предусмотрено только понятие аварийное жилье. При этом аварийным жилье может быть признано только на основании распоряжения государственного органа или органа местного управления. Поэтому сама по себе ветхость жилого помещения, которое представляет собой, исходя из общего смысла данного термина, такое помещение, которое в связи с значительным физическим износом утратило либо полностью, либо частично свои эксплуатационные характеристики, само по себе на права граждан не влияет. Какие все-таки права есть у граждан, нанимателей муниципального жилья при сносе их дома? Данный вопрос урегулирован статьями 86 и 89 Жилищного кодекса, которыми предусмотрено, что в случае, если дом признается аварийным и подлежащим сносу, то нанимателям должно быть предоставлено одновременно с выселением другое благоустроенное равнозначное жилое помещение в границах того же населенного пункта. При этом предоставление им жилого помещения в границах другого населенного пункта допускается только с их письменного согласия. А при этом имеет значение количество прописанных нормы на семью, на человека? Часто возникают такие вопросы, то есть обычно возникают вопросы, связанные с тем, является жилье равнозначным в случае, если предоставляются, скажем, жилые помещения. Ранее граждане занимали, 3 комнаты, а им дают, 2 комнаты. Да? Здесь необходимо понимать, что главным критерием является равнозначность, то есть соответствие предоставляемого жилого помещения ранее занимаемого по площади. Поэтому, если граждане ранее занимали, квартиру, состоящую из 3 комнат, а им предоставляется 2-комнатная, но равная по площади, подобное фактически ухудшает их жилищные условия. Несмотря на это, подобные действия признаются законными, на что указывает Верховный суд в ряде своих определений, например, в определении судебной коллегии по рассмотрению гражданских дел от 11 апреля 2017 года и от 3 ноября 2015 года. При этом следует понимать, что не исключены случаи, когда гражданам предоставляются равнозначные жилые помещения, но большие по площади, что влечет для них определенные негативные последствия. Как правило, это нежелание нести бремя содержания расходов в повышенном размере. То есть просто граждане не хотят платить больше денег за ЖКУ. Согласно устоявшейся практике, признает подобные действия органов местного управления законными, поскольку фактически жилищные условия граждан не нарушаются, не ухудшаются. При этом нам следует понимать, что предоставление гражданам взамен аварийного жилья другого благоустроенного жилья носит компенсационный характер. Поэтому, предоставление семье из 4 человек другого благоустроенного жилья взамен ранее занимаемой площадью 30 квадратных метров такой же площадью является законом, что не лишает права данную семью состоять на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении и в дальнейшем претендовать на получение жилья по большей площади. А если у семьи было 30 квадратов, им предлагают квартиру в 40 квадратов, надо ли будет им доплачивать за эти лишние метры? То есть, если мы говорим о муниципальном жилье, то никакой доплаты, разумеется, не производится. Это все отдано на откуп органов местного управления. А если же граждане имеют жилое помещение в собственности, то здесь применяется 32-я статья, и возможны такие случаи, когда при предоставлении им нового жилого помещения возникает такая ситуация, когда это жилое помещение является большим по площади. И, соответственно, часто возникают такие случаи, что предоставляемое жилое помещение по стоимости больше, чем ранее занимаемое. И тогда, конечно, такие вопросы возникают. С недавних пор, а именно в текущем году, в июне 2019 года, Верховный суд при рассмотрении одного из гражданских дел указал на то, что действующим законодательством возможность доплаты не предусмотрена. Кроме того, поскольку переселение граждан из аварийного жилья, собственников жилых помещений, происходит по условиям региональных программ переселения из аварийного жилья, то в данных региональных программах в качестве источника финансирования предусмотрены только средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, государственного бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и органа местного управления. А средства граждан в качестве источника финансирования там не предусмотрены. Поэтому условия соглашений, которые заключаются с гражданами,
и которые предусматривают осуществление доплаты разницы стоимости, являются незаконными. Какое жилье все-таки можно признать благоустроенным, а какое нет? Данный вопрос решается органами местного самоуправления применительно к каждому конкретному населенному пункту. По городу Якутску действует распоряжение главы города, принятое еще в 2009 году, которое предусматривает, что благоустроенным признается жилое помещение, которое снабжено электричеством, которое имеет хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, и в случае, если дом был газифицированный, то еще и газоснабжение. Я жил в центре города, мне дали жилье на ДСК или дали жилье в аэропорту. Вот по удаленности есть какие-то нормы? Да, судебная практика здесь тоже достаточно обширна, она устоявшаяся, но прежде чем ответить на ваш вопрос, необходимо определить, что такое вообще муниципальное образование и населенный пункт, потому что жилые помещения предоставляются в границах населенного пункта. Населенным пунктом признается населенное место, то есть поселение, первичная единица расселения людей в границах застроенного земельного участка. Если мы говорим, скажем, о городе Якутске, и граждане переселяются из одного района города в другой, скажем, из центрального района в район, близкий к пригороду, то это не является нарушением закона. А в каком порядке происходит переселение граждан из жилья, находящихся в их собственности? Данному вопросу посвящена 32 статья Жилищного кодекса, и она предусматривает определенный алгоритм действий. То есть, во-первых, необходимо вообще определиться, в какой форме будет происходить восстановление прав граждан. Либо это будет денежная компенсация, исходя из стоимости изымаемого жилого помещения земельного участка, либо это будет предоставление нового, то есть другого равнозначного жилого помещения. Причем, как я уже сказал, процедура является многоступенчатой и включает в себя ряд этапов. В частности, само собой, признание дома аварийным, направление требований собственникам о сносе аварийного дома, принятие решения об изъятии земельного участка и обязательное заключение соглашения об изъятии. Какие должны быть сроки между признанием аварийного дома и получением нового жилья? Дело в том, что такие сроки законодательством прямо не определены, поэтому необходимо руководствоваться требованиями о разумном сроке. Но вот то, что я сказал, оно применяется только для муниципального жилья, поскольку законодательством сроки отселения они не определяются. Но вместе с тем предполагается неправомерная ситуация, когда граждане проживают в доме с момента его признания аварийным в течение нескольких лет, а орган местного управления не предпринимает вообще никаких действий по восстановлению нарушенных прав граждан. При этом следует понимать, что сам по себе факт признания дома аварийным, он не влечет обязанность органа местного самоуправления в внеочередном порядке предоставить жилье этим гражданам. Так, например, Нерюнгринский районный суд, рассматривая одно из гражданских дел, указал, что несмотря на то, что дом признан аварийным и его физический износ составляет аж 82%, тем не менее орган местного самоуправления принимает определенные меры, дом включен в программу переселения граждан из аварийного жилья, в муниципальную программу, и установлен срок отселения граждан до 31 декабря 2019 года. Если же мы говорим о переселении граждан-собственников жилых помещений в аварийных домах, то тут также имеется определенная специфика. Опять же, конкретный срок законодательства не определен. Но вместе с тем срок этот должен определяться одновременно с признанием дома аварийным. Большое спасибо, Сергей Александрович. Очень интересная беседа и очень злободневная тема. Задачу взятки должностному лицу предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Бюджет составляется из налогов, оплаченными каждым гражданином, каждым из нас. Последствия коррупции в области госзакупок, риски для здоровья населения, увеличивание бюджета, нелояльная конкуренция. Коррупция увеличивает стоимость государственных закупок примерно на 25%.